Здравствуйте! Сегодня у нас такой серьезный разговор. Разбираем события 1916 года в Центральной Азии. Да, тема сложная, трагическая. Опираться будем на рецензию Джеймса Пикета. Он анализирует недавний сборник статей, очень важный, потому что, целых полвека не было новых англоязычных монографий по этой теме. Именно. Под редакцией Чокубаевой, Дрио и Моррисона. Наша задача сегодня понять ключевые моменты причины, и разные взгляды исследователей, которые вот в этом сборнике представлены. Рецензия хвалит статьи за глубину, за работу с архивами. Да, и знаете, Пикет сразу отмечает важный момент. Книга показывает не какое-то одно монолитное восстание. А что тогда? А скорее целую серию разных выступлений. Может показаться, что картина из-за этого, немного фрагментарная, но такова уж сложность самой истории, видимо. Хорошо, давайте тогда разбираться. С чего все началось? Какой главный, так сказать, триггер? Почти все авторы, как пишет Пикет, сходятся на одном. Угу. Это решение царского правительства летом 1916-го призвать на тыловые работы жителей Центральной Азии, тех, кто раньше был освобожден от воинской повинности. Да, это так. Но вот вопрос. Почему именно это? Ведь вооруженное сопротивление в Туркестане, скажем прямо, было редкостью до этого. Почему вдруг такой взрыв? Вот авторы сборника, судя по рецензии, считают, что этот призыв, он упал на уже подготовленную почву. То есть... Главная глубинная причина — это вот многолетнее недовольство местного населения, коренного населения, из-за захвата их земель славянскими переселенцами. Понятно. Такая пороховая бочка. Именно. Плюс, конечно, влияние Первой мировой. Солдаты возвращались, приносили опыт, скажем так, жестокости войны, в том числе против гражданских. Напряжение росло. Но вот что любопытно, и рецензент на это указывает. Эта причина, земельный вопрос, она не для всех случаев подходит идеально. Да. Например, Джизак. Там началось одно из первых восстаний, а русских поселенцев было гораздо меньше, чем, скажем, в Семиречье. Совершенно верно. Это важный нюанс. Пикет ссылается на статью Базарбаева и Дрио. Они как раз доказывают, что для Джизака ключевым стало другое. И что же? Искусственное занижение правительством цен на пшеницу. А Джизак — это зерновой регион. То есть это ударило по ним очень сильно, а вот по хлопковым районам меньше. Интересно. То есть экономика конкретного региона. А какие-то еще, может, неочевидные факторы рецензия выделяет? Да, есть пара моментов, которые заставляют задуматься. Во-первых, такой, знаете, административный фактор. Административный. Да. Уяма, один из авторов, указывает на то, что в Туркестане не было нормальных метрических книг. То есть записи о рождении, в смерти. И как это связано? А вот так. Это сильно затрудняло проведение самого призыва и одновременно усиливало позиции местных элит, посредников, которые могли, сопротивляться этому процессу. Поразительно. Казалось бы, просто записи. Вот. И, кстати, это перекликается с тем, что пишет Чокубаева про Семиречье. Она показывает, что лидерами восстаний там часто становились бывшие местные администраторы. Угу. А второй момент, вы сказали, пара факторов. Второй очень специфический для Восточного Семиречья. Это теория Пианчолы о роли торговли опиумом. Опиумом. Да. Когда царское правительство стало реквизировать опиум для производства морфия для нужд войны, это, по сути, подорвало всю местную торговую сеть. Она сильно зависела от продажи опиума через границу с Китаем. Там даже упоминается связь с Дунганским антицинским тайным обществом. Ничего себе! От местных деталей к общим картинам. Как авторы сборника в целом смотрят на эти события? Это вот чисто местные бунты или часть чего-то глобального? А вот тут, как показывает рецензия Пикета, мнения расходятся. Есть, так сказать, два основных лагеря. Так? Одни исследователи, например, Пианчола, Моррисон, они видят 1916 год как часть такого, знаете, пан-евразийского коллапса империи. То есть наряду с событиями на Украине, Кавказе, в Монголии. Именно. Логика такая. Сопротивление вспыхнуло там, где имперский контроль ослаб. Просто потому, что стало возможно сопротивляться. Здесь важен общий контекст распада. А второй подход? А другие авторы копают глубже, именно в центральноазиатскую историю, ищут связи с более ранними восстаниями, например, казахскими.
Мгм. Халеза и Агайон пишут о роли кочевых политических структур, знатных родов. Базарбаев и Дриё о важности родословных у лидеров. А Кэмпбелл, например, анализирует роль генерала Куропаткина, показывая преемственность имперских методов подавления. Получается, что вот эта идея написать одну общую историю восстания 1916 года, она может быть, ну, слишком упрощенной. Рецензент как раз к этому и подводит. Пикет даже высказывает мысль, что, возможно, сама идея вот такой новой обобщающей монографии, она уже устарела. Почему? Из-за вот этих расходящихся подходов. Может правильнее рассматривать эти события либо в очень широком контексте войны и революции, либо, наоборот, как совокупность локальных историй с очень глубокими корнями. Понятно. А что насчет таких, расхожих объяснений? Часто говорят про внешнее вмешательство, про Османскую империю, про религию, джихад. Но, судя по рецензии, авторы сборника к этому относятся весьма скептически. То есть, Иностранное вмешательство — это был скорее российский страх, чем реальность. Но за исключением вот этого специфического дунганского случая с тайным обществом. а джихад? Джихад объявляли, да, в некоторых случаях, но далеко не везде. Ислам не осматривается как главная определяющая сила восстания. То есть это не была религиозная война в чистом виде? Скорее нет. И как национальная борьба в современном понимании тоже не рассматривается. Хотя этнический фактор, конечно, играл роль или даже формировался в ходе событий. Ну и, как напоминает Катюкова, нельзя забывать и самое простое. Люди просто не хотели идти на тыловые работы. Освобождение от службы было важной привилегией. Да, это тоже важный момент. Рецензия еще упоминает, что в сборнике есть главы, посвященные памяти о 1916-м, народные песни, например, Да-да. и местным взглядам, и тому, как это виделось с российской стороны, там паника, слухи среди чиновников. Да, авторы стремились к такому многостороннему охвату, это чувствуется. Итак, если подводить какой-то итог нашему сегодняшнему разбору рецензии, картина восстания 1916 года, невероятно сложная. Точно. Множество причин, локальных особенностей, и все это на фоне глобального кризиса империи. Именно так. Общий знаменатель, призыв на фоне земельного вопроса, он есть, почти все согласны. Но вот дальше начинаются нюансы. Региональное различие, разные интерпретации, локальная история против вот этого паневразийского коллапса. Видно, что поле для дискуссии еще огромное. И вот в завершении мысль, которая у меня возникла из нашего обсуждения, и рецензия на нее наталкивает. Если одни авторы видят 2016 год как часть большой истории войны и революции, а другие как продолжение долгой истории местного сопротивления, то как мы вообще определяем границы исторических событий? Что мы считаем вот этой единицей анализа? Мне кажется, над этим стоит подумать.